Ашхабаде создано временное правительство, во главе которого стоит рабочий Фунтик. Цель этого правительства – отказаться от уже рабочей Ташкентской совдепии и отстоять за Каспийскую демократическую республику. У каждого из вас будет свой голос. Но весь вопрос в том, кому вы его отдадите. Неужели большевикам? Это будет вашей роковой ошибкой. Все знает стерва. И за себя, и за меня. У вас есть оружие, есть снаряды, есть патроны. Дайте нам их, и мы защитим свои и ваши права. Ашхабад ждет от вас одного – оружие. Так-ка, выкуси. Давай, наслышали. Мотай отсюда. Давай. Я обращаюсь от имени ашхабадских и казалароватских рабочих. Послушайте голос правды. Теперь, когда династии нет и не будет, рабочий класс и трудовое крестьянство совместно приобретают свою свободу. И этот свой. Все свои, когда вопрос касается власти. Комиссары плюют вам в глаза, а некоторым и протереть их неохота. В Ашхабаде ты в рабочий класс стрелял, а тут в белых крылышках, а? Купин, СССР, знаем мы ваше правительство. Не вы ли расправились с красноармейским отрядом Авизберды Кулиева? И от Чапарова зверски убили? Долой провокаторов! Вы слепы. Вы не хотите вглядеться в глубину революции. Вас мало, и я уполномочен заявить. Если вы не сдадите арсеналы добровольно, мы сломим вас силой. И помните, там в Герате стоят англичане. Ишь, как запел, соловушка. Вот и пришла наша кушка, страны опушка, к своему часу. Нынче решается все. Теперь только от нас зависит быть или не быть советской власти в Закаспии. Кто такие большевики, меньшевики? Ничего не понимаю. Большевики такие же бедняки, как и мы. Значит, они за народ? Конечно. Некоторые считают, с краю мы. Нет. Мы не с краю, мы в центре. С юга англичане, которых не постесняются позвать на помощь Фунтиков. С севера банды Зыкова. Кто лучше? Оба хороши. Что шакал, что гиена. И у тех, и у других. Пуля. Советская власть в Кушке оказалась в глубоком тылу мятежников, и понять мы должны. Боеприпасами Кушки можно расстрелять пол Туркестана, а на другую половину они и сами раскошелятся из своих запасов. Вот что должны мы им сказать. Ни колеса от пушки, ни патрона из крепости. Нет, Кушку они, может быть, и возьмут. Арсенала нет. Последний, оставшийся в живых, должен взорвать казематы. Георгий Савич, а что это ты за всех нас распорядился? А может, я не хочу умирать за твою правду? Не хочу, и все. Слышишь, комиссар? Вот оно ваше единство. За революцию, Николай Павлович, по приказу не сражаются. Решайте сами. Война нам предстоит смертная. Этот не пощадит, этот эсер тоже. Так что у кого нет силы или желания оборонять Кушку, вправе уйти до начала боя. Не осудим, не остановим. Герои. Ни денег, ни хлеба, а воевать хотят голодранцы. Довоюются. В 5-м году мне уже приказывали стрелять по восставшему народу. То был крейсер «Очаков», которым командовал лейтенант Шмидт. Отказался я. Ну вот и направил меня
Царь-батюшка сюда. Но, как говорится, меньше взвода не дадут, дальше кушки не пошлют. Так вот, теперь эти господа предлагают мне вновь подобное. Только не крейсер Очаков сейчас передо мною, а вся страна. Считаю нужным заявить, господа парламентеры, я стар, чтобы менять свои убеждения. Мы малетик. Да. Вот так. Сысоев, ну-ка пальни, давай тревогу. Нельзя сюда, господин ротмистр. Не велено. Что? Назаров, ты что, решил дезертировать? Из-под Ташкента бежал, поручик? Ты же храбрый офицер. Сражался в рядах доблестного русского генерала Кровниченко. Что там произошло у вас? Расстреляли палача генерала в Ташкенте. А поручику Назарову удалось ускользнуть от этой кары. Зато видите, как здесь его разукрасили? Своих бьем. Ни черта не понимаю. Тут понимать нечего. Скоро и вы можете оказаться в этой яме. Ваше благородие, не губите, ведь заметят, не сдобровать мне. Господин поручик все равно с вами гутарить не желает. Труслив ты, братец. А как же ваши георгиевские кресты? Вы ведь жизни не щадили. За Россию, матушку, да за царя-батюшку. Вот и награда. Вам что, ничего не сочитывается? Получено сообщение с Ташкента. Плохие вести, товарищ. Контрреволюционное закаспийское правительство предателя Фунтикова расстреляло комиссара труда Полторацкого и 9 ашхабадских комиссаров. Вечная память нашим павшим товарищам. И это не все. Контрразверств и в других городах. В так-то-базаре идут повальные аресты. По всем телеграфным проводам Зыков трубит, что падение Кушки – это вопрос ближайших дней. А палач Фунтиков заявил, что сам будет следить за взятием кушкинских арсеналов. Задача Совдепа – создать народное ополчение. Нам нужно вооружить рабочих. Крепость покинули несколько кадровых офицеров. Одни говорят, предадут они нас, другие убеждают, что нет. Так или иначе, нам нужно разработать новый план обороны крепости, перестроить охрану арсеналов. Сан Павлович, послушаем вас. Скажите откровенно, а вы верите в дело, за которое взялись? Верить мало. Надо еще и действовать. Возглавить оборону Кушки
мне доверил народ. Так что прошу об одном. Поддержать доверием. Полным и беспрекословным. Александр Павлович, да мы за вами во весь рост. Потребуется, вперед кинемся, грудью прикроем. Ну, во-первых, курево. Я этого не терплю. Давайте курить до и после. Ну и во-вторых, и это главное, разработаем план обороны. Тошно. Нарежемся. Не испытывайте мое терпение, ротмистр. Простите, господин командующий фронтом. От свинья. Совсем распустились. И все же, позвольте вам не поверить, сын знатного бая, кадровый офицер, солдат, прошедший огонь и воды, и дезертируете? Куда идете? В Кушку, где засели большевики. Встать! Не надо. Мне 23 года. Из них больше 3 лет я провел в окопах. И в Кушку я шел не красным, я шел к невесте. Я устал. Устал убивать, умирать. Я жить хочу, жить. Без красных, без белых. Я не хочу воевать. Скотина. Над вами издевается господин командующий. Ну что ж, раз ему так сильно хочется жить, дадим ему, так сказать, жизнь вечную. Убрать. Петров, в яму его. Лихорадит что-то. Понял. Невесту себе придумал. Не верю этим туземцам. Может быть, он и правда шел к бабе. Может, и правда есть еще светлые углы. Может, и правда. Так, кто там у нас еще? Большевик Фомин, машинист. Отказался вести состав. Этот меня интересует особо. Вот что, голубчик, приведите-ка их обоих в собрание. В собрание? Слушаюсь. Дети, не балуйтесь. Дядя Моргунов, ты обещал мне показать пушку. Помню, обещал. Ну,
Иди сюда, забирайся. Не беспокойся, Джамал. Она стреляет. Еще как стреляет. Едем, едем, тум-турум. Ехали, ехали и приехали. Ух, посмотри, племянником обзавелся. Дядя да дядя. Зигит, тут не игрушки, а пушки. И не деревья сажаем, а оборону строим. Ладно, иди к маме. Где она у тебя? Хочу пушку. Вон туда. Иди. Ну как? Встретим. Но здесь все в порядке. Пошли дальше. Поистерлись крепостные стены, ушли в песок. Но какое теперь это препятствие? Минуло время неприступных стен до кипящей смолы. Ничего, Александр Павлович, отобьемся. Окопаемся, закрепимся. Вы посмотрите, как люди работают. Душа радуется. Ладно, Юрий Александрович, давайте-ка к делу. Вот там, на окраине Алексеевского поселка, организуем первую линию обороны. Вторую в самом поселке. Третью в версте от крепости. Ну, а четвертую здесь, у самих арсеналов. Но если банда Зыкова все-таки прорвется сюда, будем драться на баррикадах до последнего. Не удержимся, тогда остается только одно. Взорвать арсеналы, похоронив в развалинах и врага, и себя. Ну, будем надеяться, что это не произойдет. Будем надеяться. Ведь в чем одна из главных причин поражения Парижской коммуны? У коммунаров не было ни оружия, ни боеприпасов, а у нас и того, и другого в достатке. И еще. Армию важно не только вооружить, она сильна своей верой в победу. Александр Павлович, у Зыкова тихо, и вообще ни одного конного во всей округе нет. Это и настораживает. Не затишье ли это перед бурей? Здоровья милых дам. Эй, топер, браво, жарь! Официант! Принеси что-нибудь получше, чем это дрянь. Слушаюсь. И поживее. Как жаль, что сегодня с нами нет Софии. Очень жаль. Господа,
Почему ее нет? Я могу ее позвать в любую минуту. Вы что-то грустный, ротмистр. Это был лучший жеребец в полку. Держу пари. Нет, это невозможно. О, да это поручик Назаров. Господин полковник, арестованные доставлены. Как интересно. Этого на сцену. Крути дальше ленту. Топер, музыку. А вы, поручик, сделайте одолжение, присаживайтесь. Наш адъютант забывает своих друзей. Гриша, отдохни от трудов праведных. Господа? Выпей с нами. Тихо, господа. Перед вами стоит на сцене наш классовый враг. Большевик. На колени! На колени, сволочь! Вам не кажется, что он не очень-то вас боится, господин командующий фронтом? Помолчите, ротмистр. Господа офицеры, за Россию единую и неделимую, за Россию стерильную, не смотрите их! Ура! Ура! На колени! На колени, Иуда! Гады. Но меня прикончите. Еще десяток, сотню таких, как я. А дальше что? Революцию вам все равно не расстрелять. Кишка тонка. Сволочи! Все равно вам конец! Сволочи! Встать! Значит, за Россию с нами пить не изволили, поручик? Ну что ж, благодарю за откровенность. Прекрасно. Тогда давайте выпьем за большевистскую Россию. За вашу победу. Пейте, господин предатель. Скажу откровенно. Большего мерзавца, чем вы, полковник, я не встречал. Ваши подлые замашки жандармского офицера вас мало украшают, господин командующий Кафашантаном. Что это значит, ротмистр? Господин полковник, я его отлично знаю. Мы с ними Георгиев нахватали и со смертью не раз встречались. Если он совершил проступок, то прежде всего достоин суда чести. Какой к черту суд чести? Он дезертир, предатель. И по законам военного времени он будет расстрелян без суда и следствия. Я не допущу расправы над боевым офицером. Ну, полноте, ротмистр. Вы сегодня опять хватили лишку.
Хорошо. Только ради вас. Один черт его завтра расстреляют. Увидите. Честь имею. Спрячьте свой пистолет. Слышите, унтер? Я решил все гораздо раньше. Не надо брать грех на душу. Передайте своему жандарму, что я обойдусь без его услуг. Да уйдите же, дайте побыть одному, черт подери. Стой! Ну, пришли вроде. Помолись последний раз. Незачем молиться. Повернись спиной. Бешим. Ты Бешим? Бешим. Карпал. Арбуз. Да. И ему.
Салимурат дарит тебе жизнь. Иди в Кушку. Большевики могут взорвать арсеналы. Ты должен этому помешать. Иди. Да поможет тебе Аллах. Мария. Вот я и пришел. Примешь? Нет, это не там, южнее. Не земля, камень. А ведь укрепились. А стоим арсенала. Хоть бы несколько дней продержаться. Помощь идет. Вот-вот наши Мерв возьмут. А ведь оборонимся, Георгий Исаевич. Не силу ломит. Идея. Нечего сказать. Ты звал. Ты держи речь. Я твой друг, Салимурат. И я твой друг, полковник. И потому ты за нашей спиной ведешь переговоры с турками. Вы следите за мной. Что делать, друг мой? Сказано, Аллаху молись, но осла держи на привязи. У вас неплохие учителя, полковник. Узнаю англичан. Они в Мешхете меня глаз не спускали. У них хозяйский подход ко всему. Они даже про мой халат спросили, из какого хлопка он сделан. Из египетского или туркменского? Хочу войти в крепость без боя. Зачем?
Кто владеет арсеналами, тот владеет миллионом. Я понимаю, полковник, и у тебя, и у англичан, да и у меня враг один — большевики. В этом ты прав, полковник, но... Учти, Салимурат, сила пока тут. Была сила. Сила тут. Ты не страшишься смерти, мой друг? Священная книга учит, страшна не смерть, страшнее то, что потом нас постигает. Мистика все это. Тут стреляют, Салимурат. Нам бы до вечера дожить. А здесь рядом и мои люди. Мои одноруки. Так что ты будешь делать? Только не договариваться с большевиками. Они подняли против меня тех, чьим трудом я силен. Не ходи поперек, Салимурат. Вот большевистский змей. А вот его победитель. Кто из нас окажется на коне, покажет время. Значит, война? Зачем война? Войны не будет, полковник. Как не было и дружбы. На моей земле хозяином буду я сам. На этом коне буду я. Я все сказал. Строптив этот Салимурат. В Бонапарта играет. В Мешхеде он тоже был несговорчив. Все норовил урвать кусок пожирнее. Но, к счастью, он одинок и не так уж страшен. Сколько у него конницы? Сабель 80, не больше. Нас поддерживают люди сильные и влиятельные. Рахман Ниязхан, Курбан Ниязхан и другие. И даже те, кто пока придерживается протурецкой ориентации. Мы вооружим их отряды, и они охотно пойдут под ваши знамена. Вы так думаете? Уверен. Им кое-что от нас уже перепало. Да и Салимурада приберем к рукам. Нам с вами, полковник, выпала нелегкая миссия очистить Туркестан от большевиков. Не дать их идеям перекинуться на Афганистан, Индию, Иран. Вот главная цель, полковник. Кушка на пути к ней. Всего лишь эпизод. Возьмете кушку? С вашей помощью. Вы же обещали Фунтикову? Пожалуй, роту наших солдат удастся выделить к началу штурма. Неужели кушка с несколькими десятками голодранцев для вас проблема, полковник? А вы, сэр, как всегда, таскаете каштаны из огня чужими руками. Лишим вернулся. Небось, соскучилась? Целый год не виделись. Смотри, только не забудь позвать на свадьбу. Принес мою винтовку. Ну, молодец. Иди к маме. А вот и я, кума. Наскучаєш? Ой, та воно ж колиться, як на їжака сів. І штани чуть не порвав. Та мене ж в драних портах кума до себе не пустить. Любиш так пущу? Ой,
Салам алейкум. Салам алейкум. Мария. Поручик, в строй не желаете? Сами себя в отставку отправили. Что ж так, поручик, а? Колобок. Русская сказка. Она про меня. Я от белых ушел и к красным не пришел. Не зарекайтесь. У реки 2 берега. Какому-нибудь да прибьет. Я туркмен. И это моя земля. Ну кому она нужна, такая бесплодная и засохшая? Глубоко ошибаетесь, поручик. Из-за этой земли война. Взорвите вы все эти арсеналы, и эта земля никому не будет нужной. Только мне, потому что я на ней родился. Вы говорите словами Салимурада, поручик. Я всегда говорю своими словами, комиссар. Но примеряете его старые одежды. А вам не мешало бы знать, что в Мешхете местные богатеи, в том числе и Салимурад, подписали с англичанами полюбовный договор, по которому вот эта земля переходит в аренду английской короне на 55 лет. Вы умрете. Дети ваши состарятся. А земля все еще будет в кавале. Отдали баям пески и пастбища, англичанам недра. Вы же готовы отдать свою землю чужеземцам. Я знаю одно, комиссар. Это земля моих предков. И я хочу на ней пасти овец. Не тебе, Вишим, говорить от имени народа. Ты идешь к народу, так не останавливайся на полпути. Тебе не нужны арсеналы, а народу нужны. Для того, чтобы отстоять землю, политую потом. Слушай, сынок, стыдно в такое время быть в стороне от народа. 3 моих сына ушли в Красную армию, а Ширага 2 послал. И так многие. Англичане за хребтом ждут, не дождутся, чья возьмет. Ведь так же было в Индии, в Афганистане. Так и здесь будет, если мы будем рассуждать по-вашему, поручик. Власть короля, комиссар, мне так же чужда, как и власть царя. У земли должен быть один хозяин. У каравана только один караван-баши. Ты верно сказал. Один хозяин. И этим хозяином будет народ. Революция сурова, но права. Кто не с нами, тот против нас. Я пришла за маслом, Керимага. Нет у меня масла. Пришла революция, ушла коммерция. Нет у меня масла, женщина. Но ведь есть же. Керимага в погребе есть? Есть. Ты права. А чем с тебя брать? Уходи. Керимага. А кто мне заплатит? Может быть, Аллах? А может, твой покойный муж? Да всем вам скоро конец. Люди в окопах голодают. Уходи. Придешь, когда будет чем заплатить. Людям масло. Как ты смеешь, подлец? Ты еще пожалеешь. Вот вам масло! О! Мы знаем, что вы голодаете. Продовольствие у нас, товарищи, в обрез. Лавочники в ожидании барышей его прячут. Так что плохо, товарищи. Очень плохо. Но работать надо. Нам нужен паровоз. Гош, мы от того понимаем. Ты нас зря обвиняешь. Не может он идти.
И через год не пойдет. Рухлядь это, а не паровоз. Хоть агитируй, хоть стреляй. День пробыл в Алексеевке. Собрал среди стариков 2 расчета для полевой батареи. Ночью выстрелил на позиции, а вот со снарядами, скажу прямо, на себе не натаскаешь. Куда ни кинь, всюду клин. Без паровоза нет бронепоезда, без бронепоезда нет наступления, а без наступления нет обороны. Так что паровоз и 2 платформы — предел моих мечтаний. Так что, товарищи, вынь да положь паровоз. И надо, чтобы он ходил. Сказал Бог безногому, и тот пошел. Ха. Тут это все специалисты. Каждый скажет, это безнадежный руин, а не паровоз. Все, что можно было снять, лет 5 как сняли. Выход есть. Паровоз будет. Дня через 2. Ну? Только может и не быть. Ну так будет он или не будет? А это уж как потрафит. Хочу угнать паровоз у Зыкова. Угнать паровоз? Это тебе, брат Демьяныч, не яблоки из чужого сада красть. Авантюрой пахнет. Мальчишество. А ремонтировать? Это рухлядь, не авантюра? А что, товарищи? Идея-то ведь романтичная. Ты, конечно, прав, комиссар. Угнать паровоз — это не яблочко из чужого сада таскать. Но ты знаешь, я бы благословил. Демьяныч, возьми меня с собой. У вас, товарищ Аманов, уже есть задание. Собрать друзей в аулах. Пошли, парень. Пушка ждет. Часового я беру на себя. А если их несколько, тогда как нам быть? Не пуха, Демьяныч, к черту. Отцепляй. Холера тебе в бок. Кто был в паровозе? Никого. А что? Тебе бы, дура, только к котелку подступиться. А тут главнейшую гайку украли. Тебе что, приснилось? Никого в будке не было. Инжектор разобрали. Человеческим языком сказать. Да кто вас знает, мобилизованный ты или доброволец?
есть хочу. Как тогда, в лазарете, помнишь? Я очнулся. Вокруг белые-белые стены. Увидел тебя. Ты тогда спросила, что ты хочешь, родненький? А я подумал и сказал, есть хочу. Курить хочу. Ты тогда сказал, курить хочу, сестра. А что ты ничего не берешь у Керимага? Что, денег нет? Брать нечего. Все дают по норме. И корова не доится. Я молоко детям отдаю. Детям? Детям нужнее. Угу. У нас с тобой тоже будут дети. Я сейчас пойду к Керимага и сменяю это на табак. У тебя ведь нет курева? Не надо. Эй, Демьяныч, угнал все-таки, а? Молодец. Порадовал, брат. Спасибо, голубчик. Вот тебе и яблочки. Из чужого сада. Революция пришла, коммерция ушла. Открой, Керимага. Открывай! Именем революции открой немедленно. Керимага, я привела тебе настоящего покупателя. Ему ты все продашь, грабитель. Понимаешь, не понимаешь? А я тебе прочту приказ коменданта крепости Кушка. Когда трудовой народ голодает, а эксплуататоры рабочего люда, мироеды и спекулянты, радуются их слезам, нужно поставить этих мироедов к стенке. К стенке? Зачем к стенке? Сразу к стенке. Быстро же ты, Керимага, научился говорить по-русски. Ты слушай дальше. К стенке позора. Пора покончить со старым миром в сознании нетрудовых людей. Кто не работает, сказала революция, тот не ест. Я не работаю. Я работаю. Я работаю. Революция правильно говорит. Кто не ест, тот не работает. Короче, все твои ходовые товары мы закупаем по твердой цене. Той, которую ты сам назовешь. А мы посмотрим на наши возможности. Даром не бывает даже в Бухаре.
В лавке пусто. В лавке-то пусто. А в погребе? Куда это Керим Ага ты звал меня в прошлый раз? Нет, не слушайте ее. Она врет. Врет она. Там ничего нет. Нет тут ничего. Это... Нету, да? Это грабеж. Это грабеж. Это я детям оставил. Вот. Детям оставил. 5 А тут всего полно. Закрывайся. Закрываю. Через час подъедем, опишем, закрываю, оплатим. Ах, оплатим, оплатим. Пожалуйста, пожалуйста. Возвращайтесь, возвращайтесь. Все приготовлю. Все приготовлю. Возвращайтесь, возвращайтесь. Все ваше! Подавитесь! Сегодня или никогда. Красиво, но обреченно. Лучше сегодня и всегда. Вот так, по-другому нам нельзя. Иначе зачем воевать? Побеждать надо и сегодня, и всегда. Ты, Александр Павлович, хоть и бывший царский генерал и дворянских кровей, а из тебя получился бы неплохой комиссар. Вы так думаете? Угу. Между прочим, декабристы были сплошь дворяне и офицеры. Ну как, Демьяныч, все в порядке? Порядок. Плотнее укладывайте мешки, плотнее. Так, осторожнее, осторожнее. Туда неси. Закрепите ну, как ладно, следует. Давай сюда. И замок проверьте. Пригодится. Бондарь! А теперь опробуем. Ну, влезай. Ну, ребята, стреляйте, как будто меня здесь нет. А ты же там? Ничего, ты тоже скоро здесь будешь. Где же ваши пушки? Порядок? Хорошо. Смелее, смелее, Василий. А ты штык чуть выше, вот так, вот, хорошо. Получается у ребят? Толковый. Ну, чего растерялась? Вот так. Поняла? Ну, с Богом. Впрочем, можно без этого обойтись. Приступайте. Слушайся, Александр Павлович. Вперед! За мной!
Поняли, что такое атака? Ну, а теперь поучимся стрелять. Пошли. Ашрага. Ашрага. Хака. Отец. Сөйледің. Смотрите. Нурага, поверните арбу назад. Как ты посмел? На кого ты руку поднимаешь? Вези своим красным муку и передай всем. Так будет со всяким, кто помогает большевикам. Нурага. Кто это сделал? Однорукий. Люди взбесились. Много видел я на своем веку. Но муку, политую кровью. Не путай человечество с бешеными псами, Нурага. Отомстим за твоего сына. Это сделаю я. Дайте мне винтовку. Я убью Однорукого. Кто там?
Кто? Кто здесь? Не ходи против однорукого, иначе тебя ожидает смерть. Кто там был? Да так, попугать решили. Что случилось, Бишен? Я боюсь за тебя. Ты что-то скрываешь? Гости от Салимурада. Знаешь, Бишен, никак не выходит из головы твой разговор с комиссаром. С кем же ты? Но какое все это имеет значение? Мы же любим друг друга, Мария. Нет, имеет. Я тебя ни о чем не расспрашивала. А ты даже не подумала рассказать, откуда ты пришел. Побитый, израненный. Что с тобой произошло за год нашей разлуки? Помолчи, Мария, умоляю. Разве я не вправе спросить? Ты вправе даже убить меня, потому что ты дочь большевика, а я сын бая. А может, ты вовсе не ко мне шел? Ну вот и договорились. Не верят белые, не верят красные. Примерно так со мной говорил Зыков. Он приказал меня расстрелять. Меня спасли люди Салимурада, но мне с ними не по пути. Да. Что ты, Зыков, застрял в Трахтобазаре? Фунтиков это, не забыл такого? Такого не забыл. Труса празднуешь, командующий? Ашхабадское правительство недовольно твоим бездействием. Обстановка осложняется. Срочно выступай на Кушку. Готовлюсь к штурму. Наслышаны о твоих подвигах. Боевые поезда раздаешь, ссоришься с местными ханами. Все знаю, командующий кафе «Шантан». Арсеналы должны быть взяты немедленно. Приезжай-ка сам и попробуй. Приехал бы, если бы других забот не было. Ты волынку тянешь, а комиссары укрепляют оборону. Послушай, Фунтиков, тебе же прекрасно известно, что у меня мало людей, орудий, пулеметов. А Кушку голыми руками не возьмешь. Не прибедняйся, у тебя 5000 штыков. Может, англичан ждешь, позвать? Позови, будь добр, позови. Они здесь нужны, понимаешь, Зыков? Здесь тоже становится жарко, черт возьми. Ага. Я-то думал, что... А ты, полковник, оказывается, еще и думаешь. Не возьмешь арсеналы, не начнешь немедленных боевых действий, я тебя сниму. Я возьму Кушку. А иначе тебе не командовать, братец ты мой. Болван. Солдаты, перед вами Кушка. Это последний оплот Красной Савдепии. Мы должны ее взять. Большевики называют ее своей крепостью. Так можно и осла назвать иноходцем. Да чего мир хорош, Савич? Жить бы да жить. А что тебе еще делать? Живи. Все соловьи твои. Так. Конницу надо выдвинуть. Вон за те барханы. Кажется, начинается. Это место не обойдут, а мы их в лоб.
Разве что для наблюдения трудновато. Он за тем барханом устроить бы засаду. И для наблюдения хорошо и ударить можно крепко. Возьми группу, только людей береги. Великий наступает, вот пусть и лезут под пули. Поехали! Эскадрон, за мной! Аманов! Ниязов! Бердыев, ко мне, быстро! Батарея, огонь! По местам! К бою! Не видать вам кушки белые, сволочь! Джумаев равнее! Что они делают, черт возьми? Что они делают, сволочь? Пулемету. Замени его. Ленту. Ленту давай. Огонь! Батарея, огонь! Господа офицеры, Сестра! Сестра!